Брюс Ли. Рождение дракона. В 1964 году, задолго до того, как Брюс Ли стал всемирно известным, он провел эпический поединок с шаолиньским мастером по имени Вон Джек Ман. Многие полагают, что Вон хотел наказать Ли за то, что тот раскрыл секреты кунг-фу на Западе. Этот поединок и вдохновил на создание фильма. Провинция Хэнань, 1963 год. Родина кунг-фу. Я имею честь представить вам великого мастера Вон Джек Мана, который продемонстрирует техники Шаолиня вам и вашей школе. Это честь для школы тайчи. Сан-Франциско, 1964 год. 9 лет до выхода дракона. Кунг-фу – это не игра, джентльмены, но и не религия. Это вопрос жизни и смерти. Усекли? На улице не будет ни копий, ни мечей. Найдешь камень – используй камень. Будет осколок стекла – будешь им драться. Главное – побыстрее обратить врага в бегство. Вот что такое Вин Чун. Овладейте им, и вас будут уважать. Всегда и везде. Эй, за что вы меня? Ты снова начал играть. Да в Чайнатауне все играют. Но не мои ученики. Сколько проиграл? Да, немного. Сколько? Пару сотен. Ты играешь, как и дерешься, без мозгов. Когда из Чен Хоутун придут заданию, думаешь, сможешь им что-то показать? Полагаю, что нет. Да, правильно полагаешь. Так, ребята, работаем! Начали! Что? Пленка закончилась. Опять, Фрэнки? Ну это же финал фильма! Я знаю, мы заряжаем остатки. Хорошо, но только давай побыстрее. А? Кому последнему я навалял? Это был номер 4. Ясно. Стив, Винни, вы на ногах. Да, хорошо. Остальные, ложитесь, где упали. Слышите, Шифу, кажись, вы мне по яйцам попали. Я каждый раз тебе повторяю.
Отскакивай в сторону, когда я бью. Да, но я же работаю на камеру. Мы готовы. Фильм не про тебя, кочерышка. Главное здесь я. Начали? Шефу, хотел поблагодарить за то, что взяли на съемки. Без проблем. Ты органичный. И очень ударогеничный. Спасибо. Можно задать вопрос? Как вообще мои успехи? Ты стараешься. Появляются признаки собственного стиля. Да? А что за стиль? Отвратительный. Идем, я покажу. Отлично. Для школы сойдет. А если на улице? Думаешь, крутой? Уличный пацан? Давай! Где же твой уличный стиль? Сейчас. Расслабься. Мак! Мак! Вот что тебе надо преодолеть. Кунг-фу – это дисциплина. Распределение энергии. Внутри и снаружи. Теперь скажи, Что сказать? откуда в тебе этот гнев? Да так, я просто раздражен. Слушай, Мак, я не хотел тебя опозорить. Ерунда. Я сам опозорился. Знаешь, если бы в твоих ударах была система, ты бы победил. Ты раньше боксом занимался? Нет. Но кто-то поставил тебе удар. Отец? Типа того. Знаешь, что я там сделал? Влез в твою голову. Если выгонишь из головы противника до того, как пустишь в ход кулаки, победишь. Буду учиться. Стив, я твой шефу, и не моя задача учить тебя жить. Но вот что я скажу. В драке затаённая злость – это лишний груз. Руки с внешней стороны. Но в целом нормально? Не очень. Но не сдавайся. Собирай вещи и вали. Я уже закрываюсь. Винни, приятель. Тони Ю, давно не виделись. Я видел тебя вчера. Гиганты продули. Снова. Ты задолжал тетушке Блоссом. Отвалите! Отвалите от меня! Не шути с Шенхоутон, Винни. Стой! Закончили играть? Ah!
Забирай своих и проваливайте. Завтра Винни вам все вернет. Если вы, конечно, не хотите разобраться здесь и сейчас. Надеюсь, ты усвоил урок. Еще как. Теперь буду ставить на Доджерс. Когда-нибудь тебя покалечат. Маки, белье готово, отвози. Руки в ноги. Уже бегу, миссис Уэй. Ты до сих пор не ешь палочками? Да он просто варвар, ма. Это кто еще тот варвар? Драться на улице? А ну, бери ноги с моего стола. Я люблю тебя. Вон Джекман. Он покидает Шаолинь. Да? Это же тот самый парень, который мог бы стать соперником Шифу. Не знаю. Думаю, Шифу его побьет. Что пишет? Что это паломничество с целью оценить кунг-фу в Америке? Серьезно? Ага. И где он будет? В Сан-Франциско. Здрасте. Вот. 20 форм официантов, 8 дюжин салфеток. А где 60 скатертей? Спокойно, они еще в машине. Они нужны сейчас! Чем мне накрывать столы? Сейчас у меня 2 руки. Дайте кого-нибудь в помощь. Чилан, палать. Спасибо, что помогаешь. Ты новенькая здесь, да? Я Стив. Ты по-английски говоришь? Нет. Я ем Стива. Нет, не так, надо... Вачоло. Я съел Стива. Тоже неверно. Так ты знаешь английский? Но мне нельзя разговаривать ни с кем вне ресторана. Как тебя зовут? Я Цюань Сюлань. Сюлань. Можно взять это? Вестник бейсбола? Да, конечно. Ты так учишь язык. Использую все, что найду. Дай скатерти быстрее. Быстро вернусь. Спасибо. Это опасно, Мак. Ты же не хочешь связываться с Бину тетушки Блоссом? Кто такая тетушка Блоссом? Она хозяйка китайских ворот, но на самом деле собирает дань с ресторанов для триады. Девчонка их собственность, пока не расплатится за то, что привезли ее в страну. Просто дикость. О, гляди. Хочешь? А что это? Шашлык из червей. Какая гадость. Тихо, то, что одному гадость, другому сладость. 6 штучек. О, знаешь, что сказал менеджер Джексонков? Что? Завтра на проходе сюда прибывает Вон Джек Ма. Откуда он знает? Он его кузен. Давай встретим? И что скажем, будем как два идиота? Не знаю, хотя бы пожмем руку. А шефу Ли скажешь? Думаю, нет. Простите. Нихао. Нихао. Воша Стив Маки. Никю икей вацашема. Нет. Спасибо.
Может быть, в другой раз. Простите, я не понял. Вы разрешили мне почистить вам ботинки. О, Винни, один мой друг подшутил надо мной. Это шутка, вы... Да, я понимаю. Что же вам угодно, мистер Макки? Мастер Вон, я просто хотел поприветствовать вас. Вас встречает машина? Едва ли меня ждет такая роскошь. Но вы же мастер Вон Джекман, верно? Из монастыря Шаолинь? Да. Могу я вас подбросить? Спасибо, что подвезли. Да, без проблем. Мастер Вон, я просто хотел узнать, не откажете ли вы как-нибудь дать мне один урок? А вы ни с кем не занимаетесь? Я занимаюсь в школе кунг-фу у шифу Брюса Ли. Да. Я много слышал о Ли Юнфане. Да? Но если вы обучаетесь у шифу Ли, сомневаюсь, что смогу чему-то вас научить. Давай, пока. Пока. Я встретил живую легенду и предложил ему почистить мне обувь. Могло быть и хуже. Правда? Как? Ты мог сказать ему, у вас маленький член. Прекратить. Выбирай выражение. И что значит встретил живую легенду? Я рядом каждый день. Простите, шифу. Я говорил о Вон Джекмане. Ты какого хрена несешь? Выбирайте выражение. Заткнись, Винни. Где ты его видел? Я слышал, что он приезжает сюда и пошел познакомиться, руку ему пожать. Он сказал, зачем приехал? Сказал, хочет понаблюдать. Зачем именно? Он не сказал, шефу, но сказал, что слышал о вас. Ясно. Вон Джекмана послали шпионить за мной. Зачем им это? Когда я учился у Ипмана в Гонконге, в Шаолине узнали, что моя бабушка белая. И они велели перестать меня учить. Приехав в Америку, я начал преподавать кунг-фу всем. Может, Шаолинь мне этого не простил. Вы думаете, мастер Вон приехал, потому что вы учите нас? А почему же еще? Где ты так научился? Я учусь сейчас. И поверь мне, я смогу еще лучше. Эй, ты! Давай к черному ходу! У нас заказан столик, Фонг. Зацени шмотки. Круги не нарезай. Мама следит за пробегом. Спасибо. Спасибо. Цены заоблачные. Закажи только рис. Они берут за каждую рисинку. Я просто хочу передать ей записку. Тут по-английски. Да, она говорит по-английски. Но не факт, что умеет читать. Дай сюда. Она не... Что ты делаешь? Хочу переписать по-китайски. Вот она. Простите, простите. Да, сэр. Дайте мне чистую салфетку, пожалуйста. Сюсю. Пожалуйста, прочитай, ну, пожалуйста. Ловко. Очень ловко. А вот и сама хозяйка. Это тетушка Блоссом? Не похожа на гангстершу. Да и на тетушку тоже. Обдирает половину магазина в Чайнатауне. А жуткого вида тип за ней – это Бобби Чен, ее телохранитель. С ним никто не связывается. А видишь тех двух лбов за мной? Ага. Это Лайфу и Кинг Лао. Они собирают дань для нее. Говорят, тетушка Би хочет еще взвинтить цены. И знаешь что? Брюс Ли не платит.
И Винни Вэй не станет. Винни, ты не Брюс Ли. Пошли все. Ну я еще не поел. Тебе это не по карману. Что тебя тревожит? Вон Джек Ман. Да наплюй. Не могу, Фрэнки. Возможно, он единственный человек, который в состоянии уничтожить все, что я так долго создавал. Он тебя вызвал? Еще нет. Тогда это ерунда. Нет, не ерунда, Фрэнки. Очень многим в Чайна-тауне не нравится, что я учу белых, и что женат на белой. Если Вон сможет завоевать здесь авторитет, то для меня все изменится. Рано или поздно бой состоится. Сюлань. Тебе нельзя этого делать. Нас могут Я увидеть. тебе кое-что принес. Это учебник грамматики. Спасибо. 在英文里面，我、你、他，还有我们、你们、他们，配合用的词是不一样的。我举个例子，比如说 Я очень устала этим утром. 今天早上我很累， Ты очень устала этим утром. 今天早上你很累， Он очень устал этим утром. 今天早上他很累， Мы очень устали этим утром. 今天早上。 Цюань Сюлань, не смей разговаривать с посторонними до тех пор, пока живешь под моей крышей. Госпожа, когда моя служба закончится? Тогда, когда я скажу. И скажи спасибо, что работаешь в ресторане, а не в каком-нибудь публичном доме. А то я знаю клиентов, которые много за тебя дадут. Так что, если Кинг Лао снова увидит, что ты учишь других девушек английскому, Вас всех накажут. И очень сурово. Привет! Мастер Вон! Мистер Маки, Куда идете? я всегда очень хотел увидеть мост Золотые ворота. Так садитесь. Правда? Да, давайте. Спасибо. Это поистине великолепно. Да, очень круто. Это первое, что я увидел, приехав сюда. Вы родом не из Сан-Франциско? Я из Индианы. Ну и какие же чудеса есть в Индиане? Ежегодная автогонка в Индианаполисе. Кукуруза. Много кукурузы. А кунг-фу у вас там есть? До приезда сюда я не знала кунг-фу. Правда? Угу. Расскажите мне о Шифули. У него большие планы насчет кунг-фу. Он снимается в кино и хочет попасть на телевидение. Кунг-фу на телевидении? А с какой целью? Чтобы больше людей узнало о том, как важно кунг-фу. Даже в повседневной жизни. А что для вас ценно в кунг-фу? Ну, чем ты сильнее, тем больше тебя уважают. И поэтому вы постигаете кунг-фу? Ради силы? Уметь постоять за себя. В Северном Шаолине кунг-фу – это внутренняя дисциплина и самопознание. И еще в кунг-фу самое главное не кулаки. Главное – то, что в душе. Давайте я отвезу вас назад в город. Нет. Я хочу сделать ваншу здесь. Ваншу? Тренировка на закате. Спасибо, мистер Маки. И вам.
Маки. И как это понимать? Я разминаюсь. Превращаясь в белого лебедя? Я такому не учил. Да, я это подсмотрел. У кого? У Вон Джекмана. Он тебе урок дал? Шифу, я случайно встретил его и показал ему город. Что ж, раз вы с ним друзья, передай ему кое-что. После турнира я очень хочу с ним поговорить. Просто так, по-мужски. Ладно. Мастер Вон, ваш кузен из Джексон Кафе дал мне ваш адрес. Прошу вас, мистер Макки. Спасибо. Я как раз собирался пить чай. Присоединяйтесь. Мастер Вон, Шифу Ли хочет поговорить. О чем именно? Он думает, вы здесь, потому что он учит кунг-фу американцев. А вы сами как думаете? Это объяснило бы ваш отказ учить меня. Кунг-фу – это не просто боевое искусство. Это искусство жить и мыслить. Оно зародилось в сердце китайского народа и принадлежит китайскому народу. А почему не поделиться с нами? А вы своей атомной бомбой делитесь? Но кунг-фу – это не атомная бомба. Верно. Это более мощное оружие. Бомба рождена энергией смерти. Кунг-фу – энергией ци, жизненной силой. Жизнь сильнее смерти. Мастер Вон, я, честно, не такого от вас ожидал. А чего вы ожидали? Я думал, что в порту вас будет встречать целая делегация. Я монах, а не телезвезда. Спасибо. Вот, а потом узнал, что вы работаете в кафе. Прошу. Не, я так. Спасибо. Вижу, вы в смятении, мистер Макки. Да я просто пытаюсь понять, зачем вы приехали сюда? Я приехал мыть посуду. Нет, это какая-то чушь, это грязная работа. Это честная работа. И это необходимость. Да, но вы мастер кунг-фу, легенда. По правде говоря, мне совестно. Из-за чего? Из-за того, что гордыня возобладала над дисциплиной. Я сильно ранил одного человека, того, кого глубоко уважаю. Это великий грех. И я должен быть наказан. Я должен найти смирение, чтобы восстановить баланс в своей душе. Баланс в душе? Скажите, чему Шифу Ли вас учит? Он учит, как надрать зад. Надрать зад? Взять ученика у подобного человека – это может быть актом смирения. Пожалуйста, дайте мне подумать об этом. А что мне сказать Шифу Ли? Скажите, что я готов поговорить. Видите это? Видите? Это тот крутой каратист, с которым у меня бой сегодня. Чемпион США, между прочим. Именитый боец. Но у меня заготовлен сюрприз для него. Однодюймовый удар. Чё? Победа над этим бедолагой-каратистом приведет его учеников сюда, в мой зал. Привет, Мак. Видел, сколько зрителей? Да, очень много.
Уже завтра кунг-фу ждет успех. Больше, чем у Хула-Хупа и у Кока-Колы. И я во главе всего этого. Я не сомневаюсь. Ну? Говорил с Воном? Да. Он сказал, что ему нужно? Он приехал восстановить баланс в своей душе. И как он это сделает? Намывая посуду в Джексон-кафе. Значит, великий Вон Джек Ман облажался. Таков обычай у старейшин Шаолиня. Они обрекают тебя на смирение, если напортачишь. Он придет сегодня? Да. Молодец. Сегодня же начнем и все закончим. И прошу вас приветствовать мастера Телевичу Брюса Ли! Как дела, Винс? Хорошо. Давно занимаешься карате? Уже 22 года. Мне самому сейчас почти столько. Не покалечь меня? Ладно. Леди и джентльмены, сейчас вы увидите сражение между кунг-фу и карате. Это Винс Миллер, ваш знаменитый чемпион. Так что мне придется просить его быть со мной помягче. Это мне просто повезло. Обещаю двигаться помедленнее. Ну как тебе, Винс? Я скажу, когда буду делать удар, чтобы ты смог показать ученикам, как его блокировать. Ты готов? Вот сейчас. Вот сейчас. Раз. Два. Три. Что ж, это не помогло. Давай так, Винс. Просто покажи, что ты можешь. Леди и джентльмены, это знаменитый Вон Джек Ман, мастер Шаолиньского монастыря. Он приехал в Сан-Франциско, чтобы посмотреть, что я умею. Что ж, мистер Вон, вы удовлетворены? Да. Благодарю. И вы не поделитесь шаолиньской мудростью? Я увидел, что вы умеете. А также увидел то, что вы не умеете. Может быть, поясните? Вы сами должны все понять. Опять этот шаолиньский мудрёж. Говорите прямо. Ваша техника впечатляет. Правда. Она почти безупречна. Но у нее есть одно ограничение. Неужели? Какое же? Вы. Вами управляют амбиции и гордыня. Ваше умение идет не от вашей души
И уже не важно, насколько хороша ваша техника. Ничто не заменит вам душу. Может, свою продемонстрируйте? И как же я должен это сделать? Сразимся. Прямо здесь и сейчас. Пусть все видят, кто здесь ограничен. Нет, спасибо. Я сюда не поэтому пришел. Зачем же тогда? Меня пригласил ваш ученик. А теперь, если позволите, я удалюсь. Это я велел ему пригласить вас. Не думал, что вы отклоните вызов перед столькими людьми. Нам нет смысла сражаться. Вы показали свое ограничение перед столькими людьми. Может, хватит уже болтать, вон? Поработали бы кулаками? У вас устаревшие понятия. За мной будущее, а вы прошлое. И знаете это. Почему вы не стали драться? Я приехал усмирять свою гордыню, а не потакать ей. Но нельзя же взять и уйти от публичного вызова. Надо знать, когда сражение необходимо, а когда нет. А как? Как понять, когда необходимо? Когда встретишь что-то настолько важное, что будешь готов отдать жизнь, тогда надо драться, чтобы защитить это. Когда вы найдете, возможно, тогда я буду вас учить. Так вот, где ты молишься. Да. Молюсь за семью и за умерших предков. Чтобы они были под защитой. Ты молишься? Не, Даже за своих родных? у меня нет родных. Никого? Да, мама умерла полгода назад. А отец в тюрьме уже 12 лет. Сочувствую. А как ты развлекаешься? Что-то, чтобы было весело. А что можно для этого делать? Пошли. Пошли. Идем, давай. Ну что, да, вот так. Потом смотришь на мяч, замахиваешься. Да, хорошо, хорошо. Да, здорово. Молодец. Да. Ты так? Так, давай-ка брошу в тебя парочку. Ну что, готова? Нет. Жаль, я уже кидаю. Ничего, ты же это делаешь первый раз. Ничего не получается. Просто сосредоточься и смотри, как мяч летит к бите. И ногами упирайся в землю, когда будешь бить. Готова? Да. О, Господи! Стало полегче. Да, это удивительно.
Не понимаю, как ты это делаешь. Это особая точка для этой области. Когда мяч ударил, твоя ци была нарушена. Моя ци? Да. А это снова вернуло ей баланс. Скоро все совсем пройдет. Где ты этому научилась? Я изучала народную медицину в Китае. И я приехала сюда в надежде изучить западную в большом университете. Это моя мечта. Замолчи! Где наше бабло? Мам! Как он? Состояние тяжелое, но жить будет. А прачечную все разнесли. Почему? Потому что не хотел платить тетушке Блоссом дань. Она же из Чанхоутун. Это глупо. Он хотел, как вы же не платите. Это другое дело. Причина в другом. В чем же? В детстве в Гонконге я все время влезал в драки. Вот отец и отдал меня в кунг-фу. В 16 лет я подрался с опаснейшим хулиганом. Я его отмутузил, сломал ему ногу. Оказалось, он сын главаря Чанхоутуна. И они заказали меня. Пришлось договариваться. Выслали меня в Америку. Я не трогаю их. Они не трогают меня. У тетушки Блоссом есть девушки-служанки. Называются Бину. Да, я знаю. Триады заманивают их в Америку и не отпускают. Я встретил одну из них и не хочу, чтобы это случилось с ней. Вы поможете? Хочешь, дам совет? Забудь ее. Что вы посоветуете? Вам надо поговорить со своим Шифу. Шифу Ли сказал, что это не его проблема. Мастер Вон, я знаю, это не ваша битва. Но, может, вас они послушают. Мне жаль, мистер Макки. Я говорил вам. Я здесь, чтобы мыть тарелки. И долго будете это делать? Пока все не вымою. Но невозможно перемыть все. Вот именно. Как и с твоей Бину. Мой долг никогда не будет выплачен. Каждая грязная тарелка напоминает мне о моем грехе. Но я должен мыть их, пока моя душа не очистится. Шифу Ли прав, у вас устаревшие понятия. Вас считают великим учителем, а вы думаете лишь о себе. О наказании. Однажды в Китае был показательный бой между мной и мастером тайчи. Я понимал, что проигрываю на глазах у многих монахов.
И гордыня презрела дисциплину. Я использовал смертельный удар под названием Моншан. Я чуть не убил его. Больше он не смог драться. Вы же просто защищались. Нет, бой был показательный. Полный контакт был строго запрещен. Но я не смог перенести унижение. Вы просто следовали стилю, в своей технике. Техника – это ловушка. Стиль – это тюрьма. Это я и хотел сказать Ли Юнфану. Кунг-фу требует освобождения. Если это освобождение, помогите освободить Сюлань. А вы готовы рискнуть жизнью, чтобы помочь ей? Покажи, как ты атакуешь. Прямо здесь, что ли? Да. Атакуй меня. Ладно. Ты тратишь огромное количество энергии. Я вообще не трачу. Ага. Ну вы же двигались? Потому что не хотел получить удар. Хорошо. Теперь не буду двигаться. А ты ударь меня прямо в лицо. Не могу. Почему? Вы Вон Джек Ман, я не могу вас ударить. Урок номер 1. Познай своего оппонента. Обещаю, я не стану защищаться. Давай, ударь меня. Нет. Почему? Потому что это нечестно. Это второй урок. Познай самого себя. Познаешь себя и своего оппонента, и можешь не переживать за исход 1000 битв. Эти два принципа лежат в основе всего кунг-фу. А остальное всего лишь вечность. Стив! Давненько тебя не видел. Тренируешься с Воном? Да. Разонравился мой метод? Мастер Вон помогает мне с Сюлань. Я вернусь. Нельзя учиться у двух учителей. Удачи. И вам в съемках. Да. Вокруг фильма уже шумиха. Хотят даже показать мое кунг-фу в новом телесериале «Зеленый шершень». Мастер Вон считает, что кунг-фу не для телевидения. Разумеется. Он хочет закупорить его в монастырях Китая. Поэтому и не хочет драться. Он говорит, что это не имеет смысла. Признай, Мак. Вон боится меня. Спасибо за все, чему научили меня. На здоровье. Кстати, Мак, передай Вону, если наберется смелости, любое время и место, я готов. Я больше не позволю ему заниматься кунг-фу. Пусть лучше учится. Будет бухгалтером. Сделает хоть что-нибудь полезное. Полагаю, вы приятель Вон Джек Мана? Мистер Маки?
Что случилось? Блоссом сказала, если вы сразитесь с Ли, то она отпустит Сюлань. Я правда хотел бы помочь. Сюлань посадят под замок. Слушайте, я понимаю, вы приехали ради покаяния. Но ей угрожают, а она ни в чем не виновата. Вы сами сказали, что не хотите вступать в битву без повода. Теперь в вашей власти освободить абсолютно невинного человека. Неужели это менее важно, чем мытье посуды? Это вам не карате, дамочки. Это кунг-фу. Вы готовитесь не к Олимпиаде. Вы готовите себя для улиц. Что же надо сделать, если на вас нападет бандит? Подрать! 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 Мастер Вон. А вы что сделаете, если бандит нападет на вас? Сперва я спрошу себя, почему он делает это? Он сражается со всем миром. Его дорога неверна. Но что же делать? Главная задача Шифу – привести человека к гармонии как со всем миром, так и с самим собой. А что, если он хочет убить вас? Тогда, полагаю, надо надрать ему зад. А когда надерете, предложить ему возможность обучения. А если откажется? Значит, вы подвели его и самого себя. Вы пришли предложить мне поучиться у вас? Я пришел, чтобы принять ваш вызов. Они позволили мне поговорить с тобой. Скоро Блоссом тебя отпустят. Как? Я дал ей то, что она хотела. Но как же остальные девушки? Они мне как сестры, и я не уйду без них. Привет, Мак. Заходи. Нравится тренироваться с Воном? Да. Что ж, учитель не открывает истину. Он направляет на путь, который ведет тебя к ней. Я направил тебя к Вон Джекману. Пожалуйста. Он готов к бою? Думаю, да. Ему лучше быть во всеоружии. Я фаворит Чайнатауна. Вона любит в Гонконге, но это не его территория. Ставку делать будешь? Еще не решил. Вон святоша, а я с улицы. Не ставь против уличных. Мастер Вон хотел, чтобы я обсудил с вами правила поединка. Так ты секундант. Да. Чего же он хочет? Без ударов по лицу, в пах и по глазам. Может, еще Вальштрауса поставить? А он обещает не применять свои удары. Наконец-то я понял. Он применил Моншан против какого-нибудь старика. Не старика. Против мастера тайчи в показательном бою. И он умер? Нет, выжил. Вот почему он моет посуду в Джексон-кафе. Передай Вону вот что. Без запретов. Никаких запретов. Не надо так, вы же убьете друг друга. Убить меня надо постараться. Я тут подумал.
Драться будем в Сивик-центре. Набьем полный зал людей, пресса, телевидение. Вы сказали любое время и место. И где же он хочет? Мастер Вон тренируется на складе возле доков. Он хочет там. Может, мне ларек с лапшой подогнать, подзаработаю? Не больше 12 зрителей. Справедливо. Пусть будет так. Только передай ему. Я хочу, чтобы результат боя был во всех газетах. Мистер Ло, как давно мы вас не видели? Здравствуйте, здравствуйте. Ваш визит, как всегда, честь для нас. Мы очень довольны, как вы все организовали. Ну, я же дала вам слово. Предложите папе выпить. Конечно. Прошу вас. Сумма ставок в Гонконге перевалила за 12 миллионов. Хорошая работа, Марджи. Спасибо. Чего желаете? Я так далеко от Шаолиня. Луна и то ближе, чем он. Завтра бой, мастер Вон, вам надо поспать. Что бы ни случилось, Сюлань будет свободна. Она уйдет только если и остальных Бину освободят. Она очень благородный человек. Хороший выбор, Стив. Но я должен кое-что вам сказать. Я буду драться не за нее, не за вас и не за себя. Ли Юнфан верно сказал. За ним будущее. Он откроет кунг-фу всему миру. Теперь я это понимаю. Он талантлив, даже гениален и амбициозен. Вопрос, в каком аспекте он представит кунг-фу? В агрессивном? Приносящем боль? Как то, что продается и покупается? Если только... Если что? Если только он не захочет переродиться. Волнуешься? Насчет завтра. А ты нет? Брюс, ты защищайся. Я серьезно. У Вона это лучше получается. 24 ноября 1964 года. Вы чуть не убили Вона Биао. Думаете, сможете убить меня? У меня нет желания этого делать. Ну, тогда вы убьете себя.
Почему ты не сражаешься? Потому что этого ты и хочешь от меня. Это путь в никуда. Как и твой стиль. Ты дошел до конца. Но и ты тоже. Ну вот, ты начинаешь выходить за свои пределы. Какие пределы? Все кончено. Нет, пока ты не убил меня.
Кто выиграл? Кто из вас победил? 我需要一个胜者，你们两个到底谁胜了？ У нас ставок на 15 миллионов долларов, а выплатить мы их не можем. Заставьте кого-то из них признать поражение. У вас 24 часа. Ну, хоть с лицом все в порядке. Можешь продолжать сниматься. Долгий был бой. Но ты победил. Когда он сделал захват, он мог убить меня. А что он сказал? Ты понимаешь? Понимаешь что? Сюань Сулань. Я женщина великодушная. Мой самый большой недостаток – это доброе сердце. Но ты поставила меня в очень трудное положение. А я-то думала, что ты смышленая. Ты даже не понимаешь, что могла иметь. А вы не понимаете, какая вы. Вы до сих пор Бину. Только Бину в шелках. Ваша душа принадлежит другим. Лучше надейся, чтобы определился победитель. Иначе твое тело будет принадлежать другим. Победитель не определен. Я знаю. Я найду деньги, и Сюлань откупится от вас. Слишком поздно. Ставки еще поднялись. Если победитель не определится к полуночи, Сюлань будет продана в публичный дом. Что? Мистер Маккей, простите, если я навлек на вас проблемы. Кажется, я доставляю слишком много проблем. Я приехал сюда преисполненный смирения, желая одного – исчезнуть. А получилось. Возможен ли еще больший провал? Вы же победили. Стив, все не так просто. Я намеревался объяснить Ли Юнфану, что его воззрения неуместны, а его стиль несостоятелен. Если победа над ним потянет его дальше в этом направлении, тогда я проиграл. Если мой проигрыш изменит его направление, то я победил. Вы понимаете? Мы не в китайском монастыре. Это Америка. У нас все гораздо более однозначно, и прямо сейчас надо сказать, кто победил. Стив, в жизни все не так легко. Знаете, чья жизнь не будет легкой? Сюлань, позвольте сказать, что вы победили. Прошу вас. Это не будет иметь никакого значения. Брюс Ли не признает это. Скажите, что проиграли. Я не могу. Пока не пойму, что победил. А как быть с Сюлань? Это проблема, которую ты должен решать. Мак, ты прости, но думаю, ты ничего не сможешь. Я поеду туда и заберу ее сам. Прямо перед обедом, когда будут накрывать столы. А если парни из триады заметят Ждать тебя? предлагаешь? Дай всего пару дней, и Через я пойду. пару дней ее там не будет. Стив! Стив! Что? Это же самоубийство.
Я думал, ты посудомойщик. Меня повысили. Почему мы воюем? Это ты воюешь, а я нет. Хочешь сказать, и вчера не воевал? Чем могу помочь? Мне только что звонил мой ученик, Винни Вэй, друг Стива Макки. Макки поехал в китайские ворота, в одиночку пошел на Чен Хоутун. Из-за девчонки. Они убьют его. Значит, он нашел то важное, ради чего готов умереть. Шифу Вон. Неважно, что между нами. Он твой Таудай и мой Таудай. Мы за него в ответе. В каком смысле? В смысле, почему мы еще здесь? Но ты говорил, что это не твоя проблема. Что же изменилось? Изменилось все. Ну, кто победил? Ты принес ответ? Да, я принес ответ. Отличная реклама наших занятий. Все в порядке. Пожалуйста, оставайся здесь. Нет, нет, мы не хотим проблем. Валите! Что скажете, мастер Вон? Завалим их?
души, выскочка. Сейчас мы закончим это дельце. Все будет быстро. Показывал тебе 1-дюймовый удар? Однодюймовый удар? Ты должен меня научить. Эй! В китайских боевиках такого не увидишь. Сцена, в которой кунфушникам сносят голову. Привет! Вам здесь лифт не помешал бы. Где Сюлань? Ее здесь нет. Думаете, я бы так легко отдала козырную карту? Хотите девчонку? А я хочу результат. Кто победил? Если ответим, вы освободите Цюань Сюлань? Да, таков был уговор. Тогда признаю, что я проиграл. Ли Юнфан победитель. Вы с этим согласны? Нет. Да вы что, издеваетесь? Вы освободите всех девушек. У нас больше не будет Бину. Ладно, идет. Сынок, сообщи всем, что победил Брюс Ли. И освободите девушек. Ты что, не слышишь меня? Выполняй. Ты помнишь меня, козел? Я помню, как ногу тебе сломал. И я тоже. Идиот. Это что, был Моншан? Я не знаю. Тебе виднее. Винни. Смотри, что я принес. У соседей стырил, что ли? У их соседей. А чего улыбка до ушей? Я поставил 1000 баксов на Шифу и выиграл. А ты на кого? На мастера Вона. Говорил же, не ставь против уличных. Шифу?
Не суетись, Мак. Представляю, как ты себя чувствуешь. Вообще-то не представляю. Мне никогда зад не надирали. Каково это? Больно. Но всех девушек отпустили. Спасибо. Вам обоим. Я снял штуку с маминого счета, чтобы сделать ставку. Пойду верну, пока она не узнала. Рад, что ты жив. Нужно что-нибудь? Нет, порядок. Но я все же должен спросить. Вы правда считаете, что победили? Да. Почему? Вон мне показал, что я достиг предела в стиле. И уже сражался с собой. Он заставил меня понять, что надо создать новый стиль. Как вода принимает форму сосуда, но остается сильной и чистой. Таким будет мой стиль. Круто. Раньше я хотел быть звездой, но думаю, что круче быть легендой. Как Вон Джек Ман. Вы вернетесь, мастер Ван? Да, думаю, да. Здесь есть чему поучиться. И, возможно, чему-то поучить. Вы будете здесь, когда я вернусь? Может быть. Посмотрим, как дела пойдут. Мистер Маккей. Спасибо. Думаю, без вас я, возможно, никогда бы не закончил мыть тарелки. Мастер Вон, Шифу Ли понял, чему вы его учили. Так что вы победили. А кунг-фу надо поведать всему миру. Брюс Ли это сделает. А если не сделает, тогда я приеду и надеру ему зад. Еще раз. После этого боя Брюс Ли усовершенствовал свой стиль борьбы. В июле 1969 года он представил Джит Кун До, предшественника смешанных боевых искусств. Режиссер Джордж Нолфи. Авторы сценария Стивен Джей Ривелл, Кристофер Уилкинсон. В основе фильма статья Майкла Доргана «Тяжелейший бой Брюса Ли». Продюсеры Майкл Лондон, Джанис Уильямс, Джеймс Хон Пан, Лео Ши Янг, Стивен Джей Ривелл, Кристофер Уилкинсон. Оператор Амир Макри. Художник Дэвид Брисбен. Монтажер Джоэль Виртл. Постановщик драк Кори Юэнь. Композиторы Эйч Скотт Салинос, Реза Сафиня. В главных ролях Филипп Ван Лун Нг, Ся Ю, Цзинь Син, Цю Цзинь Цин, Рон Юань, Терри Чен, Ванесс Ву и Билли Магнусон. Брюс Ли. Рождение дракона.
Фильм дублирован объединением Мосфильм Мастер на производственно-технической базе киноконцерна Мосфильм по заказу кинокомпании «Парадис» в 2017 году.